Несмотря на пасмурную погоду, настроение избирателей приподнятое, ведь сегодня они делают выбор, на который возлагают большие надежды. И вполне возможно, что именно он станет причиной позитивных изменений в их городе. Встречают жителей Карабулака громкой музыкой, парадный вход оформлен разноцветными шарами. В общем, атмосфера на избирательном участке 208 царит праздничная. Только за первые 2 часа более 150 избирателей уже успели опустить бюллетени в прозрачный ящик. За активную гражданскую позицию в первых рядах голосующих самые старшие горожане. Воспользоваться своим конституционным правом решил и Башир Шаухалов. За свои 78 лет ни разу не пропустил выборы. ويندال حويتا بتشعوه بتشعو ياخذ ديش خليس خاصة الليل دي شات دقدر ديديس مودر مدي يوح دقدر دي يوح ديشاش ناه يوح دقدر دي يوح دقدر عدوي دقدر خدونه يوح مودر عدوي مودر خدونه يوح так что будем надеяться на лучшее. Двери для голосования избирательный участок 208 наравне со всеми распахнул в 8 утра. Всего на участке ждут явки 2965 избирателей. Все организационные моменты комиссия предусмотрела заранее. Подготовили молельную и комнату матери и ребенка. А на протяжении всей предвыборной кампании жителей города активно призывали исполнить гражданский долг. Подготовка у нас шла почти весь месяц, можно считать. Знаешь, много работали и над списками, и с участниками более пожилого возраста. Выявляли, все ли живы на сегодняшний день. Дальше мы работали с пригласительными, мы ходили по домам, готовили штаб, готовили избирательный участок. Работы нам хватало. На выборы приходят целыми семьями. Родители на своем примере прививают детям чувство гражданской ответственности с малых лет. Юсуп Машхоев, кандидат в депутаты, уже выбрал вместе с супругой. В своем выборе уверен и верит в лучшие перемены в родном городе. Всем не говорить, что там бесполезно ходить, а надо проголосовать за того, кого хотите. Или вычеркнуть всех. Одно из двух. Надо обязательно. А чего вы ждете от своего выбора? Каких изменений хотелось? Стабильность. Стабильность и порядок, чтобы был у нас. В городе открыто 8 избирательных участков. На каждом особая атмосфера. Где-то изюминкой стали национальные танцы и песни, где-то творческие выставки. А за порядком проведения и прозрачностью выборов следят общественные наблюдатели. На участках пока никаких нарушений не выявлено. Все здесь подготовлено, все, замечаний нет. Все на высшем уровне. Уже с 8 часов есть проголосовавшие избиратели. Это лишний раз подтверждает то, что нашим жителям безразлична судьба нашего города. Они выбирают достойных кандидатов, которые отстояли наши интересы. А вот избирательный участок 206 расположился в Музее изобразительных искусств. По спискам здесь должно проголосовать 2440 человек. О выборах заранее оповестили каждого. Человек живет надеждой на улучшение жизни, на улучшение условий жизни. То, что в нашем городе Карабулаке будет чище, лучше и более комфортно проживать будет. То, что у нас постоянно будет вода, газ, свет будет нормальный. Мы на это надеемся. И вот каждый выбор, человек живет надеждой. И каждый выбор надеется, что все будет хорошо. Ну и самое главное, чтобы был мир у нас в Ингушетии и в мире вообще. Были хорошие изменения, пока эти депутаты здесь есть. Почему? Потому что мы обращались много раз. Как бы ни обращались, даже не успевали мы заявление писать, они сразу приходили на помощь, оказывали помощь любую. Как отмечают в участковой комиссии, по традиции женщины исполняют гражданский долг ближе к полудню после домашних воскресных забот. Многие жители участка в течение месяца приходили, чтобы удостовериться, включены ли они в списки. Нашего избирательного участка, которые некоторые члены поменялись, и велась работа именно по их обучению, инструктажу. И я считаю, все вот эти рабочие моменты, связанные с сегодняшней работой, чтобы мы правильно работали с населением,
заявлением. Вся эта работа проведена. Проявить гражданскую активность могут и те, кто по состоянию здоровья не смогли посетить избирательный участок. От них принимаются заявления до 14:00. По месту их жительства выезжают члены комиссии и общественный наблюдатель со специально предусмотренным переносным ящиком. Свой выбор таким образом сделала и Залина Плиева. Высокая явка наблюдается и на избирательном участке 205. За несколько часов с начала голосования более 500 бюллетеней заполнили стационарные ящики. Встречает избирателей кадриль в исполнении симфонического оркестра колледжа искусств. Также ученики начальных классов второй школы развернули выставку из собственных поделок. Исполнить свой гражданский долг сегодня Ханифе Цалоевой не помешало даже плохое самочувствие. Она же стала особенным гостем для избирательной комиссии участка 205. 82-летняя жительница Карабулака никогда не пропускает выборы. Выполнить гражданский долг гражданина, проголосовать полностью, отдать свой гражданский долг. По словам членов комиссии УИКа 205, особую активность на выборах проявляют педагогический состав и молодые родители. Наши родители учащихся очень активны в школе, педагогические работники. Одним словом, сегодня у всех праздничное настроение. Всего в Карабулаке насчитывается более 15 тысяч потенциальных избирателей. Депутатских мандатов в городе 20. Диана Дударова, Тамерлан Ужахов, Новости 24.